нас на татарстанской земле. Приятно констатировать, что наши отношения с Республикой Крым из года в год крепнут. И я думаю, что наши проекты совместные будут множиться. Я получил информацию, которая очень полезна и для нас, и я думаю, им было интересно услышать о нашем полуострове. Ну и я узнал о таком институте, который здесь существует в Казани. И чем они занимаются, какие у них направления. И главное, мы смогли добиться сотрудничества и договориться о сотрудничестве в дальнейшем. Мы рассказывали о богатом народами, культурами потенциале нашего региона, да, Волгокамского. И нам было интересно услышать, какой опыт в этом смысле есть у такого маленького полуострова Крым, но такого богатого историей и тоже этническим своим составом. И вот в частности, конечно, было интересно послушать, вот что такое проект «Огни Салхата» и как они работают в рамках этого проекта, что реализуют организаторы этого проекта. Мне хотелось именно показать всю красоту Крыма, которая была когда-то в старые времена, в древние, и показать здесь, в Казани, то, что у нас было когда-то, то, что раньше, чем мы гордились, мечетями, какими-то красивыми фонтанами, дворцами, просто уютными улочками. А у меня есть работа, которая используется и мех, и кожа, и роспись. Это Кемерия Волошина, то есть это с его акварели написано. Также у меня есть Евпатория, которая сделана только чисто из кожи. И также, так как у нас Крым цветущий, у меня есть часы, которые находятся в виде полуострова, и они окружены нашими цветами. Самое надежное – это работы этих великих мастеров, которые овеяны, во-первых, великой верой, достойные очень люди. Я считаю всегда, что что-то руками сделано, там сохраняется энергия этого человека. И здесь все картины, они напоены чистотой. Это очень важно. Несомненно, выставка прошла на высоком уровне, потому что творческие работы, которые представили мастера Крыма и сегодня в Казани, они заслуживают самой высокой оценки, потому что в каждой работе отражена душа и сердце художника и всех мест, которые они писали в своих картинах, а также в работах и керамики, и резьбе по дереву очень много смысла и колорита, представленного именно в Крыму. Главные действующие лица, естественно, данного форума – это наши мастера декоративно-прикладного искусства и художники. Идея пришла нашей гильдии мастеров. Они обратились к нам, и Центр народного творчества при поддержке Министерства культуры организовал всю техническую и организационную часть. И вот наши художники здесь, теперь в Татарстане, а в ноябре мы ждем их. Есть выражение «первый блин комом». Так вот, комом первый блин не прошел. Выставка была достойной. Знаете, было легко. И есть очень хороший такой индикатор, такой, скажем, элемент
в организации выставки. Ну, если после организации у организаторов на лице улыбки, значит, все прошло хорошо. Мы с удовольствием фотографируемся, мы обмениваемся отзывами. Я смотрю, что лица наших организаторов все светлые, все радостные, все довольны. Я думаю, что все прошло замечательно. И с нашей стороны, и с их стороны все было очень комфортно и было легко.